Сорванные крыши, треснувшие окна и побитый урожай. Над республикой сегодня вместе с проливным дождем и градом пронесся ураган. Сообщения о последствиях разгула стихии поступают из разных уголков республики. Подробнее в материале Айгуль Хатыповой. Дом без крыши. А вот что здесь творится? Без кровли в деревне Новокулево осталось 25 семей. Сильный ветер срывал шифер, крушил бани и гаражи. Вокруг стоял грохот и кромешная темнота, рассказывают местные. Выйти на улицу и понять, что происходит, было просто невозможно, вспоминает Фануза Сабирьяновна. Уже когда упало все, стекла упали, крыша упала, только тогда уже мы выглянули, хотя страшно было очень. Прямо над нами она как будто опустилась вот это. Какой-то от тучи прям вот потихоньку спускалась и именно вот тут закрутила. У нас вот там две бани тоже все лежат. Град поломал теплицы, побил урожай, повредил линии электропередач. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Сейчас энергетики ликвидируют последствия разгула стихии и восстанавливают подачу электричества. Так это и было торнадо, наверное. У нас окошко чуть не унесло, блин. Последствия бушующей стихии видны и в других районах республики. В Стерлитамакском в селе Мариинске улетела крыша частного жилого дома. Кровля накрыла собой блестящие автомобили. Повреждения получили 3 легковые машины. У деревьев поотрывало ветви. Не лучше обстоит ситуация и в Благоварском районе. Ураган, весь профнастил, провода, все. Смотрите, какой ужас. Вместе с проводами мы сегодня без света, ноги без крыши. Господи, спаси, сохрани. В Шаранском районе лишился крыши сельский дом культуры. Сильный ветер повредил кровлю Старокучербаевской школы. Ураган прошел и в деревне Юламаново Оргазинского района. Ливень и сильный ветер обрушились на деревню в обеденное время. Местные жители сообщают, что стихией частично снесены крыши нескольких жилых домов, повалены деревья. В Янауле сорванный с крыши шифер попадал на землю, словно снаряды. Под обстрелом оказались проезжающие мимо автомобили и стоящие на парковке машины. Обошлось без жертв. В Буздякском районе, в селе Буздяк, поврежден фронт и кровля на площади 60 квадратных метров в здании железнодорожного вокзала. Получили механические повреждения 2 припаркованные автомашины. Также сегодня в результате шквальства среднего ветра была частично повреждена кровля здания средней общеобразовательной школы села Старокучербаево в Болгаварском районе республики. Запланировано проведение заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. В региональном управлении МЧС сообщили, что в связи со штормовым предупреждением ведомство работает в режиме повышенной готовности. В центр продолжают поступать звонки из разных уголков республики. Сообщения поступили уже из 10 районов. Не лучше обстоит ситуация и на дорогах республики. Из-за сильного дождя и отсутствия видимости водители автомобилей оккупировали обочину между Толбазами и Булгакова. Между тем, республиканская МЧС вновь объявила штормовое предупреждение. Завтра на республику надвигаются грозовые дожди, град и ураганный ветер до 26 метров в секунду. Айгуль Хатыпова, Залифа Бекташева. Новости.